Мы привыкли смотреть на собственное прошлое свысока и огульно считать, будто до начала 20 века в Башкортостане не было ни своей науки, ни философии, ни культуры. История родного края представляется чем-то далеким и изолированным. Однако на самом деле Южный Урал всегда был точкой соединения торговых путей, культурных традиций и человеческих судеб. Башкирский народ, культура которого на протяжении тысячи лет развивалась под определяющим влиянием исламской религии, был органически связан с мусульманским Востоком и через него со всем миром. Поиск своего места в нем был неизбежен и нашел свое выражение в генеалогическом труде Тадж-ад-Дина бин Елсыгула аль-Башкурди «Тарихнама и Булгар». «Я ничтожный и немощный, порочный и грешный раб Божий Тадж-ад-Дин, сын Хаджи Елсыгула, начал свой генеалогический род от Адама, избранника Аллаха. Изучив с большим старанием исторические книги, я подчеркнул из них сведения о происхождении своего рода». Работа Тадж-ад-Дина бин Елсыгула представляет собой родословную башкирского племени Айле, вокруг которой группируются важнейшие с точки зрения автора события истории человечества. Первая часть родословной имеет легендарный характер и включает целый ряд известных имен. Это божьи посланники, философы, правители и полководцы прошлого. Вторая часть отражает реальные события и заканчивается и самим Тадж-ад-Дином и его детьми. Название «История Булгарии» подчеркивает общность башкирской и булгарской культуры. Генеалогия Тадж-ад-Дина бин Ялчыгула помещает местную башкирско-булгарскую историю в общие исторические рамки, так как родословная соединяет ее с историей всего человечества, насколько она была известна автору. Михаэль Кемпер, немецкий историк. Судьба сама вела Тадж-ад-Дина бин Елсыгула к таким широким обобщениям, а жизнь его то и дело превращалась в легенду. Отец Тадж-ад-Дина Елсыгул ибн Мамедкул был человеком просвещенным и набожным. На склоне лет он вместе с сыном отправился в хадж. Возможно, на Святой Земле отец и сын намеревались укрыться от бедствий Пугачевщины и последовавших за нею репрессий. Через Астрахань и Дагестан путники добрались до Османской империи и там расстались. Отец поехал дальше, а сын остался в городе Диярбакыр для получения образования. Их разлука длилась по разным версиям 4 года или 14 лет. «Я отправился в Стамбул в поисках своего отца. Увидев меня, он не признал во мне своего сына, а я узнал его. Он спросил: чьей земли ты сын? Я ответил: я булгарский иштяк. Тотчас, потеряв сознание, он упал. Придя в себя, он воскликнул: Тадж-ад-Дин, ты ли это? Я сказал: да, я сын твой». Семья возвращается в Россию и держит путь на родовую вотчину к берегам Аи. Но смерть застигает Хаджи Елсыгула на западной границе башкирских земель. Отец просит не оставлять его могилу и посещать ее дважды в год. Сын остается верен отцовскому завещанию всю жизнь. Тадж-ад-Дин бин Елсыгул аль-Башкурди работает имамом местных мечетей, открывает медресе, комментирует книги известных исламских ученых и пишет ряд оригинальных трудов, посвященных самым разным научным проблемам. Их число достигает 12. Тадж-ад-Дин бин Елсыгул отстаивает учение Вахдат аль-Вуджуд, разработанное великим исламским мистиком Мухи-ад-Дином ибн аль-Араби. Согласно ему, подлинным существованием обладает только Бог, а все остальное является проявлением Его прекрасных имен и качеств. Познать и почувствовать эту истину, вернувшись к Богу, способен только инсан камиль, совершенный человек, который обладает прекрасными нравственными характеристиками и чистым духом. Труды Тадж-ад-Дина представляют собой руководство по достижению такого состояния. В XIX веке Вахдат аль-Вуджуд в Башкортостане вытесняется менее сложной концепцией единства восприятия.
работы Таджаддина бин Елсыгула аль-Башкурди оказываются единственными свидетельствами более раннего башкирского мистицизма. А его наследие в целом представляет собой одну из первых попыток широкого философского осмысления бытия человека и этноса, и их взаимоотношений с Богом и миром в башкирской национальной культуре.